Сәлеметсіздер ме? Меня зовут Дидар Капанкызы. Я веду канал для изучения казахского языка. У нас сегодня второй урок. Для начала небольшая информация. Чтобы упростить изучаемый материал, мы будем делить одну тему на 2 или 3 части. Те, кто начинает с нуля, можете, не торопясь, переходить с одного урока к другому, постепенно осваивая новые слова, фразы и формы. А те, у кого уже неплохой словарный запас и имеют знания по данной теме, можете посмотреть несколько уроков на одну тему. Таким образом, кто-то этот курс обучения может пройти за 60 уроков, кто-то за 30 или 40, в зависимости от уровня и индивидуального подхода. Фраза, которую я хочу предложить сегодня – «Қош келдіңіздер». Добро пожаловать. «Қош келдіңіздер». Мы часто видим в табличках у входа, например, в школу, в магазины, и думаю, что эту фразу запомнить будет несложно. «Қош келдіңіздер». «Қош келдіңіздер». Если вы встречаете одного человека, то можете сказать «Қош келдіңіз». Множественное окончание «дер» убираем. «Қош келдіңіз». А если вы встречаете человека, которым общаетесь на «ты», можете сказать «Қош келдің». «Қош келдің». «Қош келдің». Следующая фраза. Назарларыңызға рахмет. Спасибо за внимание. Это обращение к аудитории. Назар – это внимание. Лар указывает на количество. Ыңыз – вежливая форма. Га означает за. За что спасибо? Назарларыңызға рахмет. Итак, у нас сегодня второй урок. Тема урока – знакомство. Цель урока – научиться представлять себя и другого человека на казахском. Танысу – знакомство. Как можно представить себя? Самый простой способ. К примеру, на русском «Я Дидар». Я Дидар Капановна. Я Смагулова Дидар Капановна. На казахском «я» – это «мен». «Мен». А теперь внимание. В казахском языке, когда мы говорим от первого лица, от второго, обязательно должны добавить личные окончания. Первое лицо – это «мен», второе лицо – «сен», «сіз», третье лицо – «он», «она». Сегодня мы представляем себя. Значит, первое лицо – «мен». На казахском «я Дидар» будет «мен Дидармын». Дидармын. Я Дидар Капановна. На казахском будет «мен Дидар Капанқызымын». Дидар Капанқызымын. Если я Смагулова Дидар Капановна, то «мен Дидар Капанқызы Смагуловамын». Дидар Капанқызы Смагуловамын. Дальше. Я преподаватель. Преподаватель оқытушы. Значит, мен оқытушымын. Мен оқытушымын. Как заметили, везде в конце слова следует окончание «мын». Это и есть окончание первого лица единственного числа. А теперь запоминайте важный момент. Все, что вы добавляете к слову, суффиксы, окончания, даже служебные слова, имеют разные варианты, в зависимости от последнего слога и звука. К
Представляю вашему вниманию таблицу личных окончаний первого лица. Смотрите, хочу напомнить, что у нас на канале есть отдельное видео по грамматике. Видео «Гласные звуки казахского языка» и «Согласные звуки казахского языка» можете посмотреть, если нужна помощь. Теперь на примерах будем учиться представлять себя. В первой части этого урока будем говорить о профессии и национальности. Разделим слова на 3 группы, чтобы научиться правильно присоединять окончания. Слушаем и повторяем после меня. Ұлт – национальность. Ұлт. Ұлттар национальности. Ұлттар. Ағылшын. Ағылшын. Татар. Татар. Түркімен. Түркімен. Грузин. Грузин. Қазақ. Қазақ. Орыс. Орыс. Неміс. Неміс. Өзбек. Өзбек. Қырғыз. Қырғыз. Француз. Француз. Напоминаю, что в казахском языке нет категории рода. Поэтому я казах, я казашка, мы говорим одним словом. Мен казакпын. Мен казакпын. Слушаем и повторяем после меня. Мен ағылшынмын. Мен ағылшынмын. Мен татармын. Мен татармын. Мен түркіменмін. Түркіменмін. Мен грузинмін. Грузинмін. Мен қазақпын. Қазақпын. Мен орыспын. Орыспын. Мен неміспін. Неміспін. Мен өзбекпін. Өзбекпін. Мен қырғызбын. Қырғызбын. Мен французбын. Французбын. Теперь профессии, род деятельности. Мамандық – профессия. Мамандық. Лауазым – должность. Лауазым. Слушаем и повторяем после меня. Оқытушы. Оқытушы. Оқушы. Оқушы. Мұғалім. Мұғалім. Дәрігер. Дәрігер. Кәсіпкер. Кәсіпкер. Қаржыгер. Қаржыгер. Бастық. Бастық. Сот. Сот. Дипломат. Студент. Стоматолог. Психолог. Аспаз. Аспаз. Шаштараз. А теперь представляем себя по профессии. Мен оқытушымын. Оқытушымын. Мен оқушымын. Оқушымын.
Мен мұғаліммін. Мұғаліммін. Мен дәрігермін. Дәрігермін. Мен кәсіпкермін. Кәсіпкермін. Мен қаржыгермін. Қаржыгермін. Мен бастықпын. Бастықпын. Мен сотпын. Сотпын. Мен дипломатпын. Дипломатпын. Мен студентпін. Студентпін. Мен стоматологпын. Мен стоматологпын. Мен психологпын. Психологпын. Мен аспазбын. Аспазбын. Мен шаштаразбын. Шаштаразбын. Видеоурок о национальности и профессии можете найти у нас на канале. Выбрав нужное слово, можете поупражняться с окончаниями. А теперь представляем другого человека. Здесь все просто. В третьем лице личных окончаний нет. Если он англичанин или она англичанка, будет ол ағылшын. Если он врач или она врач, это будет ол дәрігер. Остается только учить слова и запоминать. Давайте закрепим тему. Я представляю себя. Мен Дидармын. Мен Дидар Қапанқызымын. Мен Дидар Қапанқызы Смағұловамын. Мен оқытушымын. Мен қазақпын. Ол. Теперь говорю о другом человеке. Ол Анна. Ол Анна Петровна. Ол Анна Петровна Сидорова. Ол дәрігер. Ол орыс. А какая у вас профессия, национальность? Напишите, кто вы, имя, фамилию, профессию, национальность. Будем рады знакомству. На этом все. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.